Заур Иванович, после окончания грузино-абхазской войны Абхазия попала в политическую и экономическую изоляцию, что существенно отразилось на благосостоянии людей, на качестве жизни. Вот после признания, после 2008 года, после того, как Россия признала независимость Абхазии, как повлияло это признание на социально-экономическое развитие страны? Прежде чем ответить на ваш вопрос более конкретно, я хочу остановиться на истории вопроса. Как раз вы правильно заметили, что в середине 90-х годов Абхазия попала под экономические санкции некоторых стран СНГ. Однако к концу 90-х годов уже правительство того периода Примакова 1998 года в одностороннем порядке не сняли экономические санкции, но уже осуществляли экспортно-импортные поставки, осуществлялись между Абхазией и Россией по квотам определенным. В дальнейшем, уже в 2000 году президент Абхазии, первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзенбах в своем послании парламенту Абхазии отмечал, что одним из стратегических целей Республики Абхазия является установление полноправных, взаимовыгодных экономических и других отношений с Российской Федерацией, а в дальнейшем и, возможно, с Республикой Беларусь и другими некоторыми странами СНГ. В последующем уже в 2008 году, как вы отметили, произошло признание Республики Абхазия. В целом, в общем, можно сказать, двери наших предпринимателей, граждан открылись, но для того, чтобы их реализовать, необходимо юридические взаимоотношения установить. И в этом плане договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Абхазией и Россией был заключен в 2008 году, о содействии Российской Федерации или договор в военной области военной безопасности уже в 2009 году. И в последующем, в 2014 году был заключен базовый договор о стратегическом партнерстве и союзничестве. И исходя из этого, программа формирования общего экономического и социального пространства между двумя странами была подписана правительствами Абхазии и России в 2000 году. И сегодня президент Абхазии, обращаясь к парламенту буквально год назад, как раз продолжает курс всех предыдущих наших президентов и как раз заявил о том, что необходимо еще больше углубить экономические и социальные взаимоотношения между Абхазией и Россией. Что реализовывается, что дало нам, какой эффект, можно сказать, от этого мы получили. Если посмотреть по цифрам, у меня здесь подготовлена вся информация, официальная статистика свидетельствует о том, что с 2009 по 2017 год было выделено в виде инвестиционного воздействия и финансовой помощи вместе около 45 миллиардов рублей, а с 2017 по 2021 год еще 6,5 миллиардов рублей. И на 2022 год 3,3 миллиарда рублей. То есть получается в общей сумме более 60, около 70 миллиардов рублей. Это в общей сумме, которая оказала содействие Абхазии. Но недавно в выступлении премьер-министра я услышал цифру о том, что Россия вложила в Абхазию более 100 миллиардов рублей. Мне кажется, что эта цифра более реальная, потому что мы должны сюда добавить и те вложения, которые делает Российская Федерация в социальную сферу, восстановление наших многих инфраструктурных объектов в совокупности и бюджетной сфере оплата труда некоторые правоохранительные системы и других здравоохранения, образования, культуры получают как дополнение. И это все вместе, можно сказать, более 100 миллиардов рублей. Ну, если сказать более конкретно, что это дало Абхазии, это невозможно не заметить. Почему? Потому что много на самом деле социальных и культурных объектов восстановлено, но хотелось бы, конечно, чтобы кроме социальных сфер, и производственные объекты, чтобы были восстановлены, чтобы, используя вот эти вложения, чтобы Абхазия могла в дальнейшем развиваться на собственной производственной базе. Как раз на это и нацелены вложения, потому что если мы рассмотрим с 2010 года хотя бы вложения, там четко видно, если мы в 2011 году было около 11 миллиардов рублей, то уже видим, постепенно идет уменьшение, и в 2022 году уже всего, я как назвал, выше 3,3 миллиарда рублей. То есть это означает, и так и ставилось, в принципе, что Абхазия должна
на собственной финансовой базе в дальнейшем развиваться, используя вот эти вложения. Но, к сожалению, вот эту глобальную цель мы еще не достигли. И реальный сектор экономики как развивается вот после признания? Насчет реального сектора экономики я должен отметить вторую сторону вопроса, которая не все общество знает, потому что ежегодно с 2009-2010 годов до 2020 года в Абхазии проходили деловые форумы между Абхазией и Россией, где подписывались множество договоров между предпринимателями, на основе которых в Абхазии создано около 200 совместных предприятий с Российской Федерацией о разных секторах экономики, в курортной сфере, в сельском хозяйстве, при перерабатывающей промышленности, в транспорте, связи, во многих. И больше это эффект дает в информационной технологической сфере, например, как связь Аквафона, Мобайл, которые имеют как договорные отношения с Мегафоном и Билайном. Это и успешно развивающийся проект, который нужно приветствовать, потому что это как раз именно два объекта, которые вносят в бюджет государства существенные доходы. Также первоначально был создан Сухумский пивзавод, Абхазо-Адыгское совместное предприятие еще 2000-х годов. В последующем он стал уже в частную собственность перешел, но тоже эффективно развивается на собственной финансовой базе, производственной базе, современной и так далее. Вина и воды Абхазии мы можем отметить положительно как факт, потому что Вина и воды Абхазии имеют дистрибьюторскую компанию российскую, которая от имени этой компании продается продукция, производимая нашим Винзаву, Вина и воды Абхазии, именно на российские и зарубежные рынки, которые свидетельствуют о том, что конкурентоспособная продукция выпускается и также вносит существенный вклад в наш государственный бюджет. Заур Иванович, в обществе очень периодически звучат нарекания, насколько эффективно все-таки мы вот эту финансовую помощь используем, насколько с умом. Знаете, это вопрос, конечно, дискуссионный, но я хочу сказать собственное мнение по этому поводу. У нас, мое мнение такое, если бы предварительно, и это относится к всем властям, которые у нас были с 2008-2009 годов, предварительно, если бы внутри страны обсуждали бы проекты, которые заключаются с правительством Российской Федерации, не только соглашаться с теми, которые предлагает российская сторона, а именно собственные проекты, и мы бы могли бы, и научное сообщество, и наши граждане, и предприниматели с участием всего общества могли бы внести туда положительный элемент в том, чтобы в чем общество нуждается в первую очередь. В каких-то объектах социальной инфраструктуры или производственной базы. Вот в этом плане у нас дискуссии идут постоянно с 2000-х годов, к сожалению, 2010 года, но, к сожалению, так и не найден вот это компромисс решений, потому что правительство у нас заключает межправительственные соглашения с Россией, а потом впоследствии, когда уже подписано, мы видим, там много таких проектов, которые Абхазия сама самостоятельно могла бы разрабатывать, но могли бы консультироваться с российскими специалистами, у нас и так и делается. Но там, где собственные силы хватают, можно было бы на это даже не тратить бюджетные средства. Об этом речь идет всего-навсего, потому что мы имеем опыт совместного взаимодействия национальных ученых и российских при разработке стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия, когда в качестве экспертов очень высокие специалисты высокого уровня из Московского государственного университета, Северо-Кавказского университета, Южного федерального университета и других участвовали как экспертов, как я отметил выше, при разработке и принятии этой стратегии развития. Сегодня эта стратегия, я не считаю, что устарела, но требует корректировки, о чем заявил президент страны буквально недавно, что с участием специалистов региональных властей, республиканских органов управления нужно внести коррективы с учетом изменившейся ситуации, и его можно реально использовать в практике как раз государственного управления. Все-таки конкретно, как изменилось качество простого гражданина после признания? В более глобальном масштабе какой социальный эффект, лучше так вопрос поставить, в области здравоохранения, в области образования, в области культуры,
искусства, науки, мы можем сказать, что в целом Абхазия, используя эти средства, в одних случаях они значительно, в других меньше, в секторах потянулась в этом плане, и мы это ощущаем. Но если конкретно к человеку перейти, конкретному человеку, как изменилась его уровень жизни, то мы должны увидеть, каков средний уровень заработной платы в бюджетной сфере, каков уровень зарплаты в других трудоспособного населения и так далее. В этом плане по 2022 году среднемесячная зарплата, она не является для всех одинаковой. У одних очень высокая, как в правоохранительной системе, судебной системе, а у других, к сожалению, низкая. В среднем получается порядка более 20 тысяч рублей в среднем. А если взем в сфере экономики, это порядка 16 тысяч рублей. Вот в этом плане как раз возникает тот вопрос, о котором мы выше говорили. Должно быть наоборот, как раз в бюджетной сфере получают зарплату из налоговых отчислений, платежей, которые уплачивают предприниматели экономической сферы. Но тут мы понимаем, что дотации с российского бюджета это и привело к повышению зарплаты определенной категории, опять же я говорю, социальной сфере, не всех, к сожалению, потому что, как и было у нас даже до уровня прожиточного минимума до 12 тысяч рублей, не дотягивают, не доходят многие уровни заработной платы и в здравоохранении, и в науке, и в культуре. К сожалению, это у нас дисбаланс еще существует. Заур Иванович, еще такой вопрос, который периодически звучит тоже, что такая внушительная финансовая помощь расслабляет. Так ли это, как ваш? Внушительная финансовая помощь, как послевоенная Абхазия, она сильно нуждалась, она и сегодня нуждается. Но, конечно, мы можем, ваш тезис я могу подтвердить в том плане, что мы еще нуждаемся. Но главная беда Абхазии в том, что на восстановление всего разрушенного, по данным 1995 года, это составило 11,2 миллиарда долларов. Сегодня прибавьте к этому, надо умножить многократно. А это все, чтобы привести в соответствие на восстановление, собственных средств не хватает. При отсутствии собственной денежной единицы, о которых очень много говорят, нам очень трудно это реализовать проблему. Но чтобы реализовать вот эту глобальную проблему, о которой вы сейчас сказали, чтобы люди это почувствовали, чтобы наши предприятия восстанавливались более быстрыми темпами, нужна договоренность. Хотя бы на этом этапе, при отсутствии собственной денежной массы, между Национальным банком Абхазии и Центробанком России, чтобы определенные квоты, не как финансовая помощь, как выпускается именно Абхазии, чтобы выделялись на как раз нужды восстановления. Эта сумма многократно превышает, чем та сумма, которую я раньше озвучил, как 45, 50, 60 миллиардов рублей. Если бы Абхазия сама могла бы распоряжаться вот такими квотами, я уверен, что наши власти вложили бы в производственную сферу, и во всех регионах Абхазии, о которых мы часто говорим, были бы построены хотя бы по 1-2 объекта в производственной сфере и перерабатывающей промышленности, где бы люди были бы заняты и были бы доходы более высокие. И, соответственно, бюджет государства уже на собственные доходы намного увеличились бы. Сегодня они составляют порядка 10 миллиардов рублей в грубой форме, так я скажу, грубая цифра, но было бы намногократно выше. Но это, опять же, это должна быть государственная политика в области финансовой сферы. На сегодняшнем этапе, я думаю, это выход из ситуации. После признания у нас все-таки туротрасль активизировалась. Это что же значительное пополнение в бюджет Абхазии? Надо однозначно сказать, что это отрасль, ее нельзя рассматривать, эту отрасль, отдельно от всей национальной экономики, потому что именно эта сфера деятельности оказывает, так называется в экономике, мультипликативный эффект. Означает, что как раз продукция, производимая в сельском хозяйстве, все люди занятые в торговом секторе, в бытовом обслуживании, в транспорте, то есть множество людей на летний период, особенно курортный сезон, задействованы в этой сфере, и как раз люди занимаются малым бизнесом, средним, можно сказать, бизнесом, и в этом плане надо поощрять эту сферу. А так, конечно, естественно, это влияет на пополнение доходной части и госбюджета, и местных бюджетов. Но в обществе много говорят, и сами
наши власти, государственные чиновники тоже неоднократно подчеркивают, что не вся сфера, находящаяся в этом секторе, в том числе и в других, и в бытовом обслуживании, не все находится на легальных условиях, так скажем, в тени. И в этом плане только за один год, 2022 год, проверки, осуществляемые, или работа, осуществленная Министерством по налогам и сборам с участием местных налоговых инспекций, в большей степени я затрагиваю Гагарский район, дал определенный эффект, потому что были выявлены, которые не поставлены были на налоговый учет, порядка там 800 до 1000 единиц. Но это означает, что я думаю, чтобы это подтвердилось, что люди начинают понимать, что им выгодно заниматься легальным бизнесом, и в этом плане и штрафные санкции, и другие, и так далее, к ним применены. Это одна мера. И вторая, конечно, налоговое администрирование сыграло тоже положительную роль, потому что реально по практике сотрудники центрального аппарата Министерства по налогам и сборам работали несколько месяцев в Гагарском районе. Но и невозможно постоянно вот такой контроль стоять над головой человека, потому что наши граждане должны сами понимать, что кто, который занимается каким-либо делом, он обязан по нашему законодательству внести определенные платежи. Они очень низкие, на низком уровне в государственные бюджеты. То есть от этого зависит и благополучие наших граждан. Только из налоговых платежей, других отчислений таможенных платежей у нас, у государства, и с учетом финансовой помощи России, как раз имеет возможность поддерживать всю социальную инфраструктуру, всю правоохранительную систему, оборону и так далее, и так далее. Масса расходов у государства. А если мы еще добавим то, что мы сегодня, позавчера испытываем, разного рода чрезвычайные ситуации, как стихийные бедствия, вызванные погодными условиями, как раз уже наши граждане должны понимать об этом. У государства неоткуда взять деньги, если не будут положенные платежи и налоги платить наши граждане. Так сложились бы геополитические обстоятельства, что Россия не признала бы независимость Абхазии. По какому сценарию бы мы развивались? Вы можете пофантазировать, тут наверное? Много фантазировать не надо, как человек, который занимается как раз исследованием, научным исследованием, еще давно уже, можно сказать, молодых лет, именно взаимоотношения Абхазии и России. Даже докторская диссертация была посвящена этой теме и так далее. Я хочу сказать конкретно, что без этого Абхазия была бы еще в худшем состоянии. Почему? Потому что, во-первых, самое главное, мы должны оценивать ту ситуацию, когда наши граждане, наши друзья мои, с кем я воевал, из войны вышли живыми, а после войны несколько человек до 15, именно с артиллерией, я говорю, артиллерия, она имеет множество видов, пушечные батареи, там гаубицы, там много град и так далее. Мы потеряли более 15 человек. А с таможенных органов, как бы гражданская служба, это правоохранительная система, или пограничники наши, сколько человек погибало, это в первую очередь. Эти потери невосполнимые. А в вторую очередь мы должны сказать, что если у нас незащищенная граница, то мы не можем никогда ни обучением, ни культурой, ни такими, то все остальное у нас невозможно уже заниматься в спокойной обстановке. Это самое главное, что наша страна была признана Российской Федерацией. Это дало возможность как и гражданам, как и предпринимателям свободно заниматься своим делом, своим бизнесом, учиться, служить и так далее, и так далее. В этом плане мы не должны забывать как раз тот период, который мы испытывали, когда наши старшие, в большей степени женщины, когда тачками перевозили продукцию и так далее. Сегодня мы, конечно, уже многие, к сожалению, граждане об этом забывают, но мы, старшее поколение, об этом думаем и должны это рассказывать нашему младшему поколению, потому что они тоже должны оценивать сегодняшнее состояние, благодаря чему им жизням, которые отдали и во время войны, и послевоенный период до 2008 года, и это продолжалось, к сожалению. Сегодня Абхазия, уже могу этим завершить, имеет очень большие, хорошие перспективы для процветания экономического, социального, культурного и так далее. Много-много чего достигнуто. Но еще лучше
будет, когда в обществе будет взаимопонимание между властями и обществом, политическими партиями, движениями. Все граждане и государства должны следовать одной глобальной цели. Это достижение построения суверенного, независимого, демократического государства, где человек будет себя чувствовать достойным и счастливым, а государство будет процветать. Для этого нужно, конечно, согласованная экономическая, в том числе стратегическая политика между государственными органами власти, местными органами самоуправления и госуправления, а также всеми участниками политического процесса. И в этом плане уверен, что у нас все получится.